Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня, как мы вам и обещали, мы продолжаем цикл встреч «Подари улыбку». И сегодня мы пригласили замечательных гостей. Одного из них вы уже знаете. Это Иван Сокольников, герпетолог, ветеринар, любитель животных, замечательный человек, спаситель животных. И мы очень рады тебя снова видеть. Знаем, что ты сегодня... Я тоже очень рад оказаться снова здесь. Ты пришел сегодня не один. Да. Ты привел еще сегодня своего коллегу. Всем привет. Привел сегодня своего коллегу, представитель технопарка, сотрудник технопарка Попов Евгений. И Попов Евгений сейчас вкратце расскажет про себя чуть-чуть, потому что я уже рассказывал про себя, как я дошел до такой жизни, почему я начал этим заниматься. Сейчас Евгений расскажет. Все внимание на него. Спасибо, Иван. Всем привет, меня зовут Евгений Попов, я являюсь сотрудником технопарка. Работаю в биотехнологической лаборатории, сам я по образованию биолог, заканчивал биологический. Сейчас также я учусь в аспирантуре на паразитолога и изучаю клещей, которые переносят у нас разные неприятные заболевания. Кратко я могу себе рассказать, что еще в детстве мне очень нравились необычные животные благодаря книгам, каким-то энциклопедиям. Мне не нравились собаки, мне не нравились кошки, а мне нравились существа, похожие вот на этих. Я видел в них какую-то эстетику, и целенаправленно со школы, я учился в биолого-химическом классе, я решил связать свою жизнь с изучением жизни. Насекомых, да, именно? Нет, не насекомых, я стал биологом общего плана, у меня по образованию идет охрана природы, экология, научная экология, академическая. Но насекомые остались хобби, а клещи сейчас это объект научных исследований. Да, кстати, очень актуально, потому что сейчас в последнее время в Якутии все больше и больше укусов клещей становится. Раньше такого как-то... Да, это связано с глобальным потеплением, климат меняется, и к нам идут южные виды, южане заселяют, скоро у нас появится несколько видов клещей, новые виды паразитов. В общем, будет интересно. То есть ты идешь в ногу со временем, даже опережаешь практически. Здорово. А где ты учился? Я учился здесь, в Северо-Восточном федеральном университете. Были различные стажировки в Москве. Основное образование получил на БГФ, то есть биолого-географическом факультете, нынешний ИЕН. То есть ты 6 лет учился, да? Или сколько? 5? Я учился 5 лет, у меня было несколько аспирантур, вот сейчас у меня опять же аспирантура. Возможно, нашим зрителям тоже будет интересно узнать, как стать биологом, где учиться, сколько лет учиться. И вообще нужно ли учиться? Это учиться обязательно, работа. Мне кажется. Хорошо ли ты зарабатываешь? Вообще нужно ли работать биологом? Хорошо, я расскажу. Пойти в банкиры? Это сложный вопрос, но учиться всегда нужно. Я всегда за учебу, неважно, на кого ты учишься, географа, биолога, экономиста. Учиться это развитие мозгов. Без учебы ни туда, ни сюда. Биологическое образование, оно может быть спорным, но сейчас биотехнология занимает на рынке второе место после IT. Начинает бурно развиваться. Есть прикладная биотехнология, когда делаются какие-то стартапы, проекты. Есть научная биология, образовательная биология. Биологи всегда будут нужны. И сейчас потихоньку биологическая специальность становится более престижной. То есть ты рекомендуешь нашим зрителям, идите на биолога, учитесь? Я рекомендую им идти туда, куда их зовет сердце. Нас будут смотреть дети, и на практике я знаю, что дети, они сейчас очень такие продвинутые, современные, и они смотрят, что жизнь достаточно трудна, там в экономическом плане, и они всегда задают мне такой вопрос, почему вы работаете библиотекарем, сколько у вас зарплата вообще, можно ли работать библиотекарем, и поэтому наверняка они спросят то же самое. Вообще, нужно ли работать биологом? Тебе хватает на жизнь твоей зарплаты? Или лучше пойти в какие-то более такие, профессии, где... Биологи везде разные, то есть можно в университете работать, там будет такая-то зарплата, можно в институте, там будет иная зарплата, можно в технопарке по биотехнологии, там будет другая зарплата, или учитель. Везде зарплаты разные. То есть это как экономист, он может получать маленькую зарплату, а может получать большую зарплату. Все зависит от тебя, от самого. От тебя, где ты работаешь, и главное, твоих компетенций. Чтобы работа нравилась, приносила удовлетворение. Да, это самое главное. Тебе нравится твоя профессия? Я обожаю свою профессию. Да? К тому же сейчас замечаю такие тренды, то что именно биотехнология, а именно проектная деятельность, она приносит достаточно неплохие деньги в различных инновационных стартапах, проектах. Тот же фонд Сколково имеет большое количество
резидентов, которые теперь являются миллионерами. Мгм. Это такая вот небольшая мотивация. У нас также есть наш маленький стартап с Иваном. И с Лерой у нас 3 человека, которые объединились и назвали себя Ну, Саха Ксенос. И да, Иван расскажет более подробно. Сейчас как бы слово перейдет ко мне. Что вы видите здесь? Это упаковка от всеми любимых суши, да? Да. Суши, роллы. И что, посмотрите, что стало. Ну, как будто собака погрызла. Вот, Что да, это и такое? это, если некоторые думают, это погрызли, просто жуки берут, грызут и выплевывают, как кору. Нет, ребята, то есть наши зрители, это съели. Это все было поглощено, переварено и превращено в труху или, как скажем, Этиленгликоль. экскременты жуков, которые можно использовать как удобрение. Но жуки, они сами по себе мало едят, потому что они имаго едят их личинки, которые растут. И вот, как вы Вау. видите, это, как говорится, пенопласт, который очень хорошо горит и выпускает очень токсичный дым. Ну, вы все знаете, что при горении частного дома обычно пенопласт, он очень едкий и очень, как говорится, такой. Ну и он очень долго разлагается, практически не разлагается. И как и ПЭТ. Но ПЭТ, вот этот сам пластик едят другие существа, не эти. Мы сейчас рассказываем про жуков. Они сами по себе короеды. Они живут опавшей листве, в корнях деревьев и привыкли вот так вот грубую пищу есть. И они, на удивление, кстати, это было 15, всего 20 лет назад это обнаружили, да, это свойство у них. И они, на удивление, очень хорошо едят. Вот видите? Это они все съели? Пластик, да, и они не вот так мгновенно за день, да, за 2 дня едят, а должно пройти какое-то количество времени. Они должны это все съесть, наполнить желудки, переварить. Потом это все, как говорится, экскременты вытащить, потом опять начинать есть. И через какое-то время мы видим, что пластик просто исчезает. Он превращается в белок, углекислый газ. И, кстати, можно вот этих же жуков, их можно курицам давать. То есть, получается, пластик исчезнет в никуда, и в итоге конечный потребитель, человек, будет есть курятину. О, боже. Но Так. получается, они не просто грызут его, они его Да. Утилизируют, поглощают и перерабатывают. перерабатывают. Да. Это же здорово. Да, вот это первый вопрос, который мне задают люди, типа, что ты нам типа рассказываешь? Вот, они же просто прогрызли дырки, Да, взяли, вот такое откусили и ощущение. повыплевывали. Нет, я перебирал, мы специально садки чистили, смотрели, там через сито все проводили и под микроскопом смотрели вот эти микропластики. Нет их, нету. Есть научно доказанные статьи, да, которые есть научно подтверждают доказанные факт статьи. о том, что они действительно перерабатывают, превращая в этиленгликоль и другие менее токсичные и легко разрушаемые вещества. То есть это полноценный их корм, или их нужно еще чем-то докармливать, чтобы Докармливать они не умерли надо, с ага. голоду? То есть он же не приносит каких-то питательных веществ? Да, но в природе, вот видите, вот тут очень хороший кадр, если бы. Видите, как жук пытается откусить кусок. Мгм. Вот тут. Вот он, если есть. Вот видите, на этого жука. Видите, он ест. То есть эта вот колония у меня, она живет давно, и я постоянно кидаю пластик. Значит, это уже 4-е или 3-е поколение жука, который уже воспринимает как пищу вот это. Получается, А так их основной корм, конечно, мы даем им кору. Мы даем им кору, они иногда грызут вот такие штуки, это бумага от яиц. ячейка, да? Да, Примки, ячейка. да. Яблоки, сочные корма, любят геркулес, любят овес, любят. Но в основном они любят твердые корма. У них есть потребность грызть что-то и проделывать ходы в чем-то. И, конечно, яблоко надо давать, но яблоко они воспринимают как воду. То есть она сочная, и они практически воду не пьют. То есть вы хотите сказать, что именно этот вид насекомых поедает только этот вид пластика? Уже саму банку они не могут съесть? Да, но не Для только каждого этот. вида пластика существует свой вид насекомых, Да, правильно? да, этот вид Для пластика, но это очень твердый. Есть еще целлофан же есть, целлофановые пакеты, которые хлеб упакован, всякие эти крупы. Их ест другой, восковая огневка их кушает. Хорошо, ты говоришь, это используется при строительстве домов. Если такое насекомое заведется в доме, получается, он весь дом съест?
Да, съест. Да? Мгм. А как их тогда на волю? Грамотно Вдруг они у надо тебя использовать. вырвутся на волю и съедят и все Нет, наши в домашние. наших климатах они климатах нет. Это европейский жук, в более восточной части, то там Турции и на границе с вот это вот Болгарии живет, в Европе То живет. есть они в природе Якутии теоретически они не могут выжить. Нет, не смогут выжить. Но Ну, и- если ты их возьмешь к себе в дом и случайно выпустишь, то они, в принципе, могут твое жилище повредить, да? Ну, частично маленькие дырочки сделать. Ну, и с ними надо грамотно воспользоваться, пользоваться. И надо огромную колонию создавать, вот такая прям, там, где тысячи и миллионы, и туда кидать пластик. А так, чтобы если один-два выберется, ну, они там забьются в углу, что-то там погрызут, и все, дальше. Ну, тем более они, Мгм. наверное, живут не так долго, да? Да, они Насекомые, и как правило. медлительные они. Понятно. Здорово. Ну, я вижу, тут не только они, тут прямо Так, теперь целая Женя. коллекция каких-то насекомых удивительных. Ну, тут у нас не только, тут у нас представлены существа двух основных классов. Это насекомые, ну, вот тараканы, жуки, и паукообразные. Это вот скорпион. И одна из гордостей моей коллекции — это так называемый жгутоногий паук. Но это не паук, фрин. Фрин, их называют фринами, это малыш. Он вырастет вот до такого размера. То есть это детеныш. Это Да. детеныш. Это паукообразная, хищная. Арахнида. Арахнида, да. Если вы видели фильм «Гарри Поттера», в одной из серий Рону посадили такое существо на голову. Вау, это наш любимый фильм. Да, и это не те арахниды, которые нападают на Землю, где космодесант с ними Очень будет. интересное существо, потому что жить может лет 15. Вау. То есть обычно членистоногие мало живут, а вот они могут достаточно долго жить. Ага, так это настоящий домашний питомец. Это настоящий домашний питомец. У него есть какое-то имя? Нет, имена мы пока не даем. Дадим прямо имя сейчас. Давай Может, в его- комментариях. Да, пускай наши зрители Ютуба в комментариях. Ага. Придумают ему имя проголосуют. Они Здорово. хищники и питаются тараканами, мелкими то есть- тараканами. У меня парочка, и пока определить пол невозможно, потому что они еще не достигли подросткового состояния. Ну, то есть, если ты его не будешь долго кормить, теоретически он может тебя даже запросто съесть. Кстати, Женя, Кусочек тебя или нет? Нет, 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 Он они кусается. не кусаются, они пугливые, они боятся света, они боятся людей, они боятся существ, которые крупнее их. Вот такие вот. Родственника, который у нас тут сенокосится. Да, у Похож. нас есть родственники, это вот пауки-синокосы. На самом деле тоже они не пауки, которые бегают с такими длинными Осенью конечностями. Вы, наверное, видели, да, осенью такие черные пауки, как изюм, и длинные такие ноги. Из влажных мест вылазят. Да, Видели, это да? родственник. Это родственник. К классу паукообразных относится Теперь также скорпион. Ага, Женя, расскажет Женя, я буду вот так демонстрировать. Скорпион — это На те же экране. самые пауки, только примитивные, и у них есть ядовитый хвост. Ага. Ну, их держать посложнее будет, чем тараканов. Также пауки у нас являются хищниками. Это ядовитый вид, который может спровоцировать анафилактический шок у человека. То есть сам укус по шкале Смита напоминает... Есть такая шкала, то есть был такой ученый Смит, он заставлял себя кусать разных насекомых и описывал Oh my God. уровень боли, да? То есть, например, комар там будет 0 баллов, да, 0,2 балла, пчела там 3 балла, шершень 5, потому что шершень это очень такое тяжелое насекомое. И вот уровень укуса будет тоже по шкале Смита 5. Самый сильный он назвал муравей-пуля. Муравей, Там пуля, да. Сильнейшее отравление организма, сильнейший приступ боли, который напоминает пулевое ранение. А там сколько баллов будет? Там будет 10 баллов. А, Это там вот 10? самое сильное. Это по болевым ощущениям, но не по токсичности. Там же есть еще обряд посвящения, да? целый? Да, Перчатки да. надевают. Да, я с муравьем. смотрела. Была такая программа. Вот. Это вот наши Здорово. А паукообразные. как, например, ты за ним ухаживаешь? Вот, наши зрители, возможно, захотят тоже себе таких питомцев домой взять. И если он ядовитый, как его кормить? Что он ест? Как за ним ухаживать? Нужно ли его дома держать? Вдруг он убежит, там всех искупает, утром все мертвые не проснутся. Начнем с того, что он здесь не живет, он живет в стеклянном террариуме, примерно вот такого размера, там у него песок, ну, имитация его родины, там жара периодически, вечером, конечно, обогреватель стоит на таймере, отключается, вечером прохлада, днем жара, и, ну, любит есть тараканов, вот кормовой таракан я сегодня принес. Ой, а мы сегодня покормим его? Можно его Нет, покормить? он сейчас в таких условиях есть не Да. будет. А Ему вдруг нужна он тишина, уже- покой. Вот это самый распространенный таракан.
мраморный. Он очень любит, мой скорпион любит их кушать. Они для него как конфетка, как красное яблоко. Ну, надо было не кормить его 3 дня. И Нет, дело в вы том, сейчас что увидели насекомые замечательный также используют, ну, испытывают стресс. Это ответная реакция на какое-то изменение условий. И на данный момент он живет в нетипичных для себя условиях, ему неприятно. А насекомых, у которых стресс, у них подавляется аппетит и подавляется большинство вот этих вот жизненно важных рефлексов. Поэтому сейчас вот цель не есть, а выжить и вернуться обратно Да, к в себе. свою любимую То среду. есть они как люди, да, практически они в состоянии Да, стресса слово не стресса, могут оно есть. бывает, даже растения могут испытывать стресс. Понятно. Но это, получается, тараканы специально вот для корма вы выращиваете. Кормовые культуры. Да, кормовые. И их как бы это самый легко разгоняемый, самый удобный таракан. Он не прихотливый, ест все подряд. Может есть яблочки, может есть высохшую рыбу или там что-нибудь типа испорченные продукты. А вот этот паук, он тоже этих тараканов ест? Да. Да, Или они слишком да, большие только для мелких него? Нет, личинок. мелких личинок, мелких. И разновозрастных. как да. часто вот нужно кормить их Я кормлю 3 раза в неделю, ну, иногда, может, 2 раза. через день, Да. получается? И скорпиона также кормить, да? Он взрослый, и взрослого скорпиона кормят раз в месяц. Раз в в 2 месяц? месяца, да. Он Ну, съедает одного таракана раз в месяц, Да, и потом можно его месяц не кормить? да. Это же очень экономически выгодно. Не надо китикет покупать, там какой-то Да. собачий корм. Таракана Да. положил раз в месяц. Все, Мгм. сытый. И он Замечательно. более экзотичный, более зрелищный. И когда вот, например, гости придут к вам в дом, они скажут: «Вау, у тебя живет скорпион!» Скажет, и такой, Да, не да. какая-то чихуахуа, а целый скорпион. И да, и насчет яда, ну, желательно его руками не тискать. И для этого есть специальные пинцеты, или вы можете сами сделать из суши палочек. Просто кончики какой-нибудь кожей или каким-нибудь таким твердым пластиком вы прикрепляете, и все, получается пинцет. Вот так делаете. Замечательно. Вот мы начали о тараканах, я хочу сказать, что Да. тараканы это вот насекомые, это уже не паукообразные, у них 6 ног, это отличительный признак, и только у насекомых есть крылья. И у других животных, кроме птиц, крыльев нет. Из беспозвоночных тараканов более 5000 видов, и они не такие мерзкие бывают. Вот, например, шахмат или таракан-домино. Да. Весьма приятное эстетическое животное. Это уже не кормовое насекомое, это считается элитный таракан, который содержится просто ради своего необычайного внешнего вида. Но он даже на таракана не похож. Он похож на какого-то красивого жука. Вот так, если непосвященный человек увидит, я бы не подумала, что это таракан. Тараканы бывают абсолютно разные, и вот наши стереотипы о них бывают не совсем оправданными. Есть крупные тараканы, например, вот это один из крупнейших тараканов, сетчатый таракан или таракан архимадрид. Вот такое милый. очень милое, крупное существо. Вот, обитает в районе Карибского моря. И такой вот необычный он. А вот его личинка. Личинка напоминает трилобита. Чем отличается взрослый от личинки? Только у взрослого насекомого есть крылья. То есть, если вы видите, что это крылатая или имаго, означает взрослая. Ну, личинка практически тот же таракан, Только без крыльев. Да. Только без крыльев, абсолютно чуть верно. поменьше. Ну и размножаться могут только взрослые особи. И А они не линяют. Взрослый таракан, у которого крылья, он никогда уже расти не будет. Мгм. Он просто будет кушать и ждать часа, когда погибнет. Такие тараканы живут 3 до 5 лет. Они достаточно долгожители и могут порадовать своего хозяина. Они не особо прихотливы, живут в небольшом аквариуме. Нужно немножко грунта насыпать. Это вот опилки, кокосовая стружка, прокаленная почва, увлажнять и кормить фруктами и овощами. Ну да, сейчас многие люди вот держат улиток ахатин. Я знаю, что Да, тоже кстати, да. используют такой же грунт и такой же практически корм. Да, абсолютно верно. Ну, через какое время эта личинка станет тараканом? Год-полтора. Целый год? Да, они Долго? достаточно медленно развиваются, потому что они долго живут. Тут у меня сколько был они живут всего? около 5 лет. Автомобильчик, 5 лет вот это он. максимум. Автомобильчик. Тут банановый таракан был, но он улетел. Ладно. Улетел? А, вот он Он лежит. совсем? Вот же. Навсегда? В нашу библиотеку? Вот банановый таракан, зеленый, обитает в Юго-Восточной Азии, питается, соответственно, бананами. Ну, очень такое нежное, милое создание. Это самка, сейчас здесь прохладно, поэтому она не летает. А в теплых условиях они, как мотыльки, стремятся на свет. И поэтому
им нужны немножко иные условия, потому что они будут улететь, и иные среды Кстати, для вот, содержания. да, я вот когда был в Юго-Восточной Азии, там мы как бы туристы были, и там были ну, ребята из Тюмени, по-моему, или с какого-то, они говорили, что ой, смотри, как много подденок летает, подденка же есть, и ну, это были зеленые тараканы, я промолчал, но они очень похожи на подденок и на каких-то других, типа как мотыльков. Я про поденок тогда расскажу, что, может, зрители и наши не знают. Поденки — это такие небольшие насекомые, они 3-4 года живут в воде, личинки, питаются, хищничают, а потом в один день они массово все вылетают. Да, и жестко массовый лед начинается. Да, настолько огромное облако, может быть, у нас в Якутии они встречаются, но очень мало их. Вот недавно же было в интернете, да, какую-то бензоколонку. Они могут покрыть машину, даже медведи выходят, когда поденки вылетают, их кушают, потому что это источник белка. Поденки живут в среднем один день, взрослые. И рта у них. И рта у них нет. Это такие, как белые мотыльки. Да, похожие. да. Их очень массово бывает в какой-то определенный период года. Это взрослая особь получается, и так красиво выглядит, как будто перламутровая. А это вот таракан Да, с куда он глазами, называется таракан-автомобильчик, потому что он, ну, кажется, что он напоминает автомобиль. Как будто Вот. фары. Да, у него есть фары. Но это же не глаза, это просто Да, это декор. просто пигмент. Там содержатся Похож феромоны. на У брошку. самцов они яркие, вот, у самок они более тусклые. Да, у самцов более оранжевые. такие. А у некоторых видов они светятся еще. Ну да, очень симпатичный, как будто это два глазика у него белых. Тоже можно, наверное, дома. Кстати, ему имя автомобильчик англичане дали, у них же был какой-то автомобиль Жук. Какой-то такой маленький старый английский автомобиль. Они сложнее, они более прихотливые, чем другие тараканы. Им требуется высокая влажность, высокая температура, надо убирать, потому что если заведется плесень, она может уничтожить колонию. Вот это, каждое животное, да, которое здесь представлено, оно имеет определенный уровень требований к хозяину. Если, например, вот эти вот, я забыл, мраморные тараканы, мраморные тараканы практически не нуждаются ни в каком уходе, вы можете оставить террариум на месяц, с колонией практически ничего не случится. Не кормив, не поив, то другие животные требуют все-таки внимания, так, например, таракан-автомобильчик. То есть я не могу, например, дома вот в обычном таком контейнере из хозмаркета держать? Ну, вот это спорный вопрос. Некоторые разводчики спокойно держат каких-то животных в таких контейнерах. Кто-то предпочитает все-таки там ставить условия, камни, освещение, термоковрик, лампа, которая будет имитировать день, ночь, включаться по таймеру, выключаться, режим кормления, увлажнитель воздуха. Но а у кого-то колония живет вот в таких вот. Тык-тык-тык-тык вот так вот расставлены. Ну, потому что у него там стеллаж непростой, у него специальная комната, специально отведенный угол, там постоянно поддерживается определенная температура, и даже есть температурные кабели, которые греют снизу. А есть люди, которые просто ставят на офисном столе, там пластиковые цветочки ставят, всякие, как там гроты из камней, и там ходят огромные тараканы. Ну, хочет человек так сделать, что, пускай делает так. Но обычно те, кто занимается профессионально, у них в более больших лотках сидят огромные колонии, и они прям вот так, тук-тук-тук, вот так вот, как это складируется. Так, следующий вид, о котором и последний вид, мы уже заканчиваем, да? Это жук зоофобос. Ну, все террариумисты, которые нас смотрят, скажут: это зоофобос, мы знаем его, мы его постоянно покупаем на рынках, на зоомагазинах, и хотелось бы показать его. Сейчас здесь видео. Это значит, какая связь между вот этими ребятами и вот этими ребятами. Связь большая. Это один и тот же вид существ. У них есть полное превращение через куколку. Вы, наверное, знаете с школьного курса, что есть гусеница, есть бабочка и есть куколка, да? У жуков то же самое есть. У них полное превращение, и есть теория, что у них образуются диски внутри куколки. Внутри куколки, наверное, кто-то когда-то раздавливал куколок, и там появляется такой сироп. Но там есть диски, и диски определяют, где будет голова, где грудь и где брюшко, то есть не хаотично все. Вот это очень хороший корм для ящериц, для черепах, для ослабленных
которые только что были, ну, то есть переболели, или тех, кто из дикой среды ослабших поймали, вот они очень хорошо Они подходят. вообще твердые? Твердые. Их можно на рыбалку брать, Да, например? и на Можно рыбалку рыбаки рыбу берут, да. ловить? На них ловят больших рыб, таких как и лещ, ясь, и крупных, ну, даже окуни на них ловятся. И вот, смотрите, в конце мы сначала, вот это почти взрослые, они еще чуть-чуть подрастут, конечно, но в конце мы имеем вот таких вот жуков. Это древесный жук. Так, ну и вот подытожим. Да, На в этих чем его жуках. особенность этого жука. Он Это- похож, кстати, на нашу волосогрызку. Да, на в волосы. народе Ну, кстати, называется. у него жизнь такая же, похожая. Он в основном в древесине живет, но не в такой, как наши волосогрызки. Они же любят более такие живые деревья, да? Они любят делать под корой жить, ходы проделывать. А этот любит упавшие, более такие полусгнившие, мягкие деревья. Он там живет. У нас в Якутии водится? Нет, это Нет, водится. Очень похоже, кстати, Иван? у нас таких жуков я Я видела. находил. Какой-то вид. У нас есть зоофобос, только другого рода, жук-чернотелка, Ага. лесная. А, Она в березе обитает. Я находил, она чуть меньше, в принципе, вот точно такая же. А, да? И пытался Класс. культивировать, но, к сожалению, моя культура... Ну, не пошла. наши виды все требуют жесткой зимовки. Да, Я и вот, паузу. кстати, намного проще содержать какого-то экзотического южноафриканского паука, чем нашего паука. В этом тоже вот есть такой парадокс. Наши виды, они очень уязвимы и очень тяжело приспосабливаются к искусственным условиям. Для этого требуется искусственный холод в некоторых условиях, изменение ритма солнца, потому что они следят за солнцем, когда нужно там окукливаться, когда нужно чем-то другим заниматься, поэтому Вот так вот. экзотические виды проще. То есть Ну вот и- эти все, собственно, экзотические виды проживают все в твоей квартире или где? В наших на квартирах работе? часть вот Ивана вида, Ага. часть... Ну, то есть ваши домашние питомцы. Да, И, ну, можно наверное, сказать так. сейчас будет самый такой наболевший вопрос у всех наших зрителей. Где это можно все достать, приобрести, найти? Где это вообще вы берете? Огромное количество интернет-магазинов, там энтомолные, вот можно просто ввести в поисковике. И там осуществляется либо курьерская доставка, либо в летний период можно приобрести очень много экзотики. То есть вы это заказываете, получается? Да, можно приехать, купить, но могут возникнуть определенные сложности. Вот эту механику, которых я не совсем понимаю, про ввозе вот таких вот животных, их могут просто-напросто у вас изъять и заставить выкинуть. Поэтому такие вот сложности есть. Кто-то провозит контрабандный, пряча в карманы. Поэтому это, ну, не так Достаточно, просто ну, их достаточно не так просто, да, найти. достать. Ну, и Иван расскажет о наших местных магазинах, которые Да. можно без страха приобрести. Да, у нас в городе сейчас, я еще раз говорю, в прошлой программе я говорил, что эра глобализации может достать все что угодно. Террариумы, там, корма для этих. Можно достать даже консервированные тараканы, которые из Беларуси. Там есть человек, который жестко поднялся, раскрутился на этом. А у нас в городе есть зоомагазины, один из них Animals 14, который открыла Кюнне, наш, как скажем, тоже соратник, тоже очень любитель вот таких вот животных. И до того, как она открыла этот магазин, это не реклама, я просто говорю, рассказываю, что где можно приобрести. И я не говорю, что прямо все сейчас идите там, нажмите вот здесь значок и там пройдите по ссылке, я так не говорю. Я говорю, что она такая же, как и мы, она держала дома вот всю вот эту вот живность, и она сказала, а давайте мы откроем зоомагазин, будем продавать. И я сказал, ну мы все согласились. И вот эти тараканы, когда у меня бывает излишек, там реально их может быть тысячами, прокормить нереально, я просто ей беру, пару тысяч скидываю, она говорит, ну, и она реализует. Вы можете пойти в Инстаграме найти Animals 14. Нет, ну так вообще не опасно покупать, например, если я там в поисковике набью, там, купить тараканов где-то у частного лица, это может, Нет, нет, это нет, зараза нет. или У нас в что? Иркутске можно по объявлению также найти. Есть огромное количество частников, которые изолированно друг от друга живут, но при этом могут меняться. Замечательно. Я так счастлива сегодня, что вы пришли. И надеюсь, что мы еще продолжим эти встречи. И очень интересно было сегодня послушать о переработке пластмассы. Это что-то прямо новое, такое актуальное. И я бы хотела продолжить эту тему в следующих наших выпусках, поговорить вот о таком интересном деле.
о твоих научных разработках. Может быть, что-то новое появится у тебя на следующий год, и мы обязательно снова встретимся. А сейчас мы, уважаемые друзья, прощаемся с вами. До новых встреч в библиотеке Smart. Пока-пока. Всем хорошего дня.